Как из этого сделать вот это? В прошлых выпусках мы переделывали управление лодки с румпеля на дистанцию и готовились к большому выезду в Алекминский район. Прежде чем продолжить, давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну что, спустя несколько дней подготовки уже можно рассказать про все работы, которые были проделаны, и изменения. Напомню, что лодка была просто на румпеле и впереди стоял носовой тент. Давайте посмотрим, что изменилось и какие работы были проведены. Ну, начнем с носа. Здесь в целом все осталось так же. Носовой тент остался в своем пазу, в своем же положении. Единственное, что теперь он стал ходовым. То есть к этой части, к носовой, которую мы сейчас после обзора наденем, будет еще натянута ходовая часть полностью, которая будет защищать от дождя, ветра, потому что проезд по большой воде, по реке Лена у нас будет достаточно продолжительный. Так, далее уже переходим к изменению. Вот эта носовая торга, я правда не знаю, как она точно называется, ну, в общем, где устанавливается рулевая консоль, была чуть-чуть изменена. Я уже говорил, что вот эту часть было решено сделать для того, чтобы сюда класть на сетку дополнительный груз, который нужен был быть всегда под рукой. Единственное, что эта идея появилась до того, как поставили ходовой тент, потому что здесь появлялось расстояние между носовым тентом и самой рулевой торгой. Теперь как бы особой необходимости в этом нет, но тем не менее, когда мы примеряли тент, в целом можно ее использовать так же, как грузовую часть. Так, аккумулятор стоит теперь в носу, все питание идет отсюда. Здесь у нас установили рулевой редуктор вместе с рулем, вольтметр, прикуриватель на 12 вольт и разъем USB. Установлена машинка газ-реверс. Все тросы, как видите, запакованы в защитную ленту. Это у меня проводка на эхолот, который установлен вот в этой части, то есть вот в серединке. В принципе, он там нашел свое место. Далее, ну, то, что можно снаружи посмотреть. Кстати, так как здесь появится ходовой тент и появляется проблема, как попадать в лодку, то есть обычно я залезал с этой стороны. Но теперь здесь есть и сама торга с держателями для корзин, поэтому еще и с ходовым тентом будет проблематично забираться по этой части. Поэтому, учитывая то, что сроки поджимали, но есть инструменты, соответственно, сварка, и вообще мы находимся в мастерской, из старой корзины для РВ-бокса была сделана вот такая вот лесенка. То есть крепление у нее вот таким образом. Здесь самозатяжные веревочки, 2 карабина. Все легко демонтируется. Чтобы залезть в лодку, чтобы привести лестницу в рабочее состояние, достаточно сделать такое движение. Все, и можно, соответственно, залезать. Все уже проверено. Единственное, что здесь пока просто крышечки от бутылок, замотанные изолентой, но я думаю, потом я сделаю прорезиненной, а может и не сделаю, да, все, как говорится, временное, все вечное. Вот. И чтобы его убрать, можно сделать вот так. Понятно, что немножко торчит, как бы, но не критично, и в случае чего при переходе уже на режим движения по горной реке, если ходовой тент уберется, то эту лесенку можно вот таким вот образом спокойно демонтировать. Ну, можно снять карабины, они всегда в лодке пригодятся. Так, дальше. Про эту торгу, ну, особо рассказать нечего. То есть обычная торга для установки корзин формата РВ-бокс 700. Далее установили датчик эхолота, держатель. То есть лодка используется как на реке Лена,
так и двигается по горным рекам. Ну, основную часть передвижения ведется там в летний период по большой воде, и где холод, в принципе, достаточно полезен на рыбалке, ну и вообще в целом видеть глубину. Здесь у нас все делается так одной рукой. Опускаем и застегивается. Нижняя часть немного усилена, потому что здесь будет идти давление воды при большой скорости. Ну и достаточно хорошо держит. Крепежки взяты от внедорожников. Обычно их вы можете увидеть на багажниках, на подготовленных внедорожниках. Здесь крепятся обычно лопаты, какой-нибудь шансовый инструмент. Убирается также легко, вот так, одной рукой. Раньше этот датчик стоял здесь, на крыле, но это было не очень удобно, потому что если переходить на горную реку, надо ее снимать. Так, далее, УТРы, укрепление транса, трансовые плиты, то есть во время движения мотор давит на лодку, и несмотря на то, что все жестко вклеено несколькими слоями, здесь есть такие небольшие движения. Ну и так как мотор не такой тяжелый, 50-сильный, поэтому УТРы поставили с одной стороны сзади. То есть они, в принципе, свою роль, думаю, будут играть и держать транец. Так, все тросы, соответственно, проведены сюда. Рулевой трос, тросы газ-реверс, проводка. Внутрь не будем заглядывать. Там, значит, так как это румпельный мотор, поставили стартер с реле. Также здесь стоит втягивающий на подсос, то есть она в виде магнита, и когда зажимаете ключ, соответственно, подсос срабатывает. Его здесь раньше не было, то есть он все было ручным. Ну, в целом все. Еще будет доработка по креслам. Кресла вмонтированы в РВ-бокс. Это такой достаточно, на мой взгляд, оптимальный вариант. То есть, если устанавливать скамью с креслами, то, может быть, когда-то нужен какой-то объем дополнительный и так далее. Быстро ее не снимешь. В целом, это позволяет, как в тетрисе, да, менять расположение, конфигурацию самого багажного отсека. То есть багаж, груз можно распределять как бы на свой вкус, в зависимости от ситуации. Испытано на себе. Друзья, мы рады вас приветствовать на канале Якутия24. Это проект «Испытано на себе». В прошлом выпуске мы показывали, весь выпуск посвятили подготовке лодки к осеннему путешествию. И все равно все не вошло, как оказалось. Сейчас делаются такие небольшие доработки, все по мелочи. Лодка, до выезда нам остается пара дней. И сейчас мы решили, так как у нас ходовой тент, соответственно, будет отапливаться автономным отопителем. И здесь есть нюанс, то есть когда пленка закрыта, то есть стандартная пленка от ходового тента, через нее не очень комфортно смотреть, идут преломления и так далее. Поэтому швею заказали, чтобы сделали вот такое вот окошко, которое можно приоткрывать как бы на разную ширину. То есть захотели побольше, захотели поменьше. Но сейчас подумали, что даже при небольшой щелке, если будет сильный ветер, например, вот как сегодня, то будет очень быстро выстужаться салон. Ну, можно уже салоном назвать. Поэтому жители Якутии знают, что такое ПЭТ-пленка. В нашем случае это тоже ПЭТ-пленка, но толстого размера. Ну, можно сказать, что это оргстекло. Это толстая ПЭТ-пленка. Вот, ее мы сейчас вырезали под размер и хотим на двусторонний скотч, также по подобию, как клеятся вторые стекла в автомобиле, также ее замонтировать. Вот, сейчас обезжирим
поверхность и начнем клеить. Использовать желательно качественный скотч двухсторонний. В нашем случае это классический 3М. Так, ну, сейчас очень симпатично выглядит. Конечно, известно, что пэт-пленка, она царапается со временем, но учитывая, что на реке мало песка, ну, пыли, да, как таковой, я думаю, должно, ну, по крайней мере, на поездку хватит, может, еще на следующий год. Ну, все зависит от того, как будет храниться. Дальше мы решили заменить винт. У нас стоял трехлопастной на 13. Он будет запасным, а это будет основным. Четырехлопастной тоже на 13. Шплинты подобрали в магазине камазовском. Так, ну все, шплин поставили, винт готов. 13 на 4 лопасти. Правильной стороной же закрутили, да? И вот такой у нас якорь получился. Но это не должен быть якорь. Пока я готовил свою лодку, пришла экспериментальная лодка Выдра Sherpa Extreme напрямую из Новосибирска, из производственного цеха. Именно ей будет посвящена первая часть нашей поездки. Помимо дополнительных установок, экипаж второй лодки также планировал передвигаться в тепле, поэтому установили воздушный дизельный обогреватель классического образца, установили его в передней части лодки с выводом выхлопа сбоку и подключили к аккумулятору. Готовимся к зиме. Итак, ну, как вы видели, достаточно много было произведено изменений, улучшений. И в целом лодка готова для того, чтобы уже буквально завтра выйти на воду. И в этот момент слова Евгения про зиму заиграли другими красками. Начали появляться вопросы, как мы пройдем на лодках более 1000 километров, когда еще за день до выезда на улице хлопьями идет снег. так, ну... И уже нам предстоит путь до первой остановки нашего маршрута. Это река Синяя. Там снега вообще Испытано на себе. Итак, ну, тот день выезда настал, наконец-то. Где-то 2 недели примерно подготовок. И сейчас уже мы с лодочной станции Лена города Якутска выдвигаемся в нашу поездку. В планах у нас тестирование новой лодки компании Выдра, которая вот впереди нас идет в паре. И посещение древних писанец. Впереди нас ждут долгие километры. Сейчас, пока мы на связи, но впереди уже будет, ну, что будет, то будет. В общем, не будем загадывать. Салон у нас подготовлен. Это мне сегодня утром дочки подарили на день рождения. Сказали, вот тебе капибара. Окошко у нас, если снега нет, в целом неплохо справляется. То есть, видите, вода отталкивается. Вторая лодка у нас вот впереди. Так, Банзар, привет. Все, навигация, трек обнулен. Вещи, заваленные вещи впереди, но у нас есть место здесь. По-моему, в той лодке чуть побольше загрузка. Сзади у нас вот такие дела. Практически, можно сказать, налегке. В той лодке Выдра Extreme
Сейчас находятся 3 больших человека, да? Собака. И, в общем, много-много вещей. Тент себя показывает достаточно хорошо, пока, правда, мы на тихом ходу идем. Вот так вот закроем, теперь вообще не дует. И наша печка дует где-то вот здесь, да? Вот. Вот отсюда сюда. В общем, комфортно. На улице почти 0 градусов. У нас все вроде бы пока хорошо. Загадывать не будем. Никогда нельзя загадывать наперед. Но, тем не менее, старт пока хороший. Правда, из-за задержки рейса с Новосибирска, у нас Сергей и Константин прилетели, мы выдвинулись попозже, на 6 часов, чем запланировали. Мы сейчас двигаемся, в целом на улице не так холодно, но тем не менее тент спасает в любом случае. Плюс у нас автономка, которая мы еще на базе ее заполнили. Вот сейчас попробуем перезапустить, заправили полный бак. Так. Включить. Для тестирования, когда собирали лодку, заполняли чуть-чуть дизеля, и вот, скорее всего, он закончился. Мы, кстати, сделали некоторые такие апгрейд небольшой, так как отопитель в непривычных для себя условиях работает, то есть он находится не около палатки, да, в таком стационарном виде. Он находится на улице, причем еще и большая тряска. И мы решили загерметизировать швы. Вот здесь сделали вот такую вот проставку дополнительную. И, соответственно, все швы постарались загерметизировать. Там у тебя выхлоп на тебя и дует. Все, ставь, закрываем. Закрываем. Нет, это только разогревается. Сейчас. Все. Сейчас запустили, заправили полный бак, 3,5 литра. Ну что, может быть, кто-то скажет, на лодках вы доехали только до Булгунитаха. Вы будете правы, абсолютно верно. На машине можно доехать за 1,5 часа.
Но, учитывая, какое большое количество груза у нас, и в целом в прошлом году мы доходили до Синска на машине. Моя машина там еще и сломалась. Ну, в общем, примерно то на то и выходит. Все равно день едешь, переправляешься. Тем более, что сейчас в Синске переправа проблематичная. Переправляют автомобили на тракторах. Вода высокая, большая. Поэтому мы приняли решение двигаться из города Якутска. Но зато смотрите, какие виды: устье Ботомы, парк. Дальше у нас Тукуланы. И мы напротив Булгунитаха. То есть, в принципе, такое красивое место. Значимое, знаковое. Многие... Надо сказать, что река Ботома очень популярна среди водометчиков, среди туристов, сплавщиков. И мы сейчас находимся, сегодня нам повезло с погодой. Ну, не будем загадывать, что будет дальше. Возможно, будет и снег, дождь, снег с дождем, дождь со снегом. Но сейчас, в принципе, погода сегодня хорошая. Мы устанавливаем сейчас лагерь. Завтра нам предстоит пройти до Синска и затем подняться по реке Синяя до Поющих скал. Вот. В целом у нас все в порядке, все хорошо. В тенте, по тентам с отопителем ехать очень даже комфортно. Я бы даже сказал, что мы убавляли температуру. Примерно отопитель работал на 40%. То есть стоял на пятерке. Ну, можно сказать, на половине, да. И сейчас мы его переставили с лодки, поставили его в палатку. Он уже нагревает ее. Устанавливаем раскладушки, будем ночевать. И завтра наш путь продолжится. Так как это был первый день нашего пути, то, несомненно, интерес вызывал отопитель E-Corner. Центр техники «Максимум» попросил протестировать его в разных условиях. И так как отопитель был поставлен стационарно около палатки, а телефон я не заряжал в пути, я решил проверить, как отопитель не только будет нагревать палатку, но и заряжать гаджет. Так, мы сейчас протестим, как заряжает у нас обогреватель. Сейчас у нас 6% на iPhone 13 Pro Max. Так, ставим зарядку. Вот. Все, зарядка пошла. 19.06. 6%. Смотрим. Итак, давайте проверим. Телефон на улице лежал. Зарядка производилась где-то 50-55 минут. Зарядилась до 61%. Но за 25 минут она зарядилась до 50%. Отопитель E-Corner интересен тем, что ему для работы нужен только дизель или керосин. Запускается он с помощью 4 аккумуляторных батареек, и после выхода отопителя на стандартный режим работы, благодаря элементам пельтье, которые вырабатывают электроэнергию на разнице температур входящего и выходящего воздуха, отопитель начинает не только заряжать свои аккумуляторы и работать самостоятельно, но еще может зарядить ваш телефон, планшет или, например, фотоаппарат через порт USB. Шум работы отопителя практически не ощущается, и мы выспались впятером в палатке в тепле и встретили утро отдохнувшими и готовыми выдвигаться в дальнейший путь. Что касается второй лодки, где был установлен классический отопитель, то от тряски топлива стало просачиваться через крышку горловины. Уплотнив соединение и оставив продух для клапана, мы продолжили наш путь в тепле. Тепло в нашей поездке обеспечил салон техники «Максимум». Тут вы можете найти все для своих увлечений, от рыболовных снастей и лодочных запчастей до кемпинговых товаров, одежды, снегоходов и катеров. Центр работает ежедневно по адресу город Якутск, улица 50 лет Советской Армии, 77.
От испытаний отопителей давайте перейдем к основной теме нашего выпуска. Тест новой лодки Выдра Sherpa 500 Extreme начался еще со старта из города Якутска. Как видим, несмотря на более высокую загрузку на большой воде и на редукторе, она идет гораздо быстрее, чем стандартная Sherpa 500. Так, заходим в Синск на винтах. Вот таким образом на лодке у Евгения установлен трим. В принципе, там можно, если что, поднять мотор. Но у меня такой возможности нет, поэтому приходится идти вот так. Если было более-менее песчаное дно, как бы можно было бы еще на моторе попробовать, но здесь у нас местами есть камни, поэтому, не зная брода, лучше перестраховаться. Брести по воде было не такой уж и хорошей идеей. Евгений, как только пришвартовал лодку, подошел на берег и по рации провел нас по глубине. В Синске нам предстояло пополнить запас топлива на подъем и спуск по реке Синяя, и, загрузив канистры в машину, мы поехали на заправку. Друзья, мы добрались до Синска. Валерий Прокопьевич сейчас на его полноприводном УАЗике мы сейчас заправим баки, и далее завтра уже, потому что сейчас уже вечер, поднимемся по реке Синяя для непосредственно самого теста лодки Sherpa Extreme. Сейчас на заправку и потом
будем останавливаться на ночевку. Планируя длительные поездки, нужно также тщательно рассчитывать топливо и знать, в каких населенных пунктах какой объем заправлять. В повседневной же жизни, в городе или поселке все это делается гораздо проще. В последнее время автозаправочные станции преображаются и становятся удобнее и технологичнее. Возьмем, к примеру, сеть АЗС «Туймада-нефть», где не только можно заправиться и приобрести необходимые товары, но также можно воспользоваться бонусной программой, либо вообще не отходить от автомобиля и заправить его с помощью мобильного приложения «Туймада-нефть». Добрый вечер. Вы выбрали Спасибо, что выбрали Туймада-нефть. Испытано на себе. Так, у нас план ночевки следующий. Мы переправились через реку Синяя, и здесь замечательная база, которая называется Ямщицкое подворье. Сейчас мы на ней будем располагаться. Тут камень, большой камень. Глушись! Заглушил? Камень здоровый, Костя. Подними еще мотор. А что у вас за веревка там? Все. Какую-то веревку намотали. Ну? Я думал, что не... Снял. Так. Сначала пойдем, все узнаем. Потом берем. Утро нас встретило отличной погодой. Нам предстояло поменять редукторы на водометные насадки. На обеих лодках установлены Байкал-трансы, и их несомненным плюсом является совсем небольшой вынос мотора от основного транса лодки. Таким образом, водометная насадка находится близко от тоннеля лодки, что положительно влияет на ходовые характеристики передвижения на водомете. Но с этим связаны небольшие сложности при поднятии транса, так как установлены два регулировочных болта. Их нужно поднимать аккуратно, либо одновременно, либо поочередно, чтобы транец не подклинил. Арес, спасибо.
Подошла к завершению первая часть нашего пути. Мы прибыли на живописную реку Синяя, к подножию поющих скал. Разбили лагерь, и уже на следующий день нас будут ждать основные тесты, которые мы обязательно покажем вам в следующем выпуске передачи «Испытано на себе».